Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире национального телеканала интервью главы Ингушетии. Назбек Мугиревич, Давид Калшин. Алейкум салам. Начнем, наверное, с самого главного. На этой неделе вы возглавили делегацию от Ингушетии на Петербургском международном экономическом форуме, который проходил с 6 по 8 июня, где состоялось подписание ряда соглашений, важных соглашений. Что вы ожидаете от этих соглашений и насколько это отразится на экономике нашей республики? В принципе, все соглашения рабочие, в том числе связаны и с сопровождением национальных проектов, в том числе с подъемом производственных рабочих мест. И вопрос, связанный с улучшением генерации республики, с улучшением наших электрических сетей и ряд других направлений. Поэтому мы подписали соглашение порядка на 9, почти на 10 миллиардов рублей, и они хорошие рабочие проекты. Если брать по продолжению строительства тепличного комплекса в рамках проекта «Агрокомплекс Сунжа», мы хорошую поддержку получаем по линии корпорации развития Северного Кавказа. Если брать вопрос, связанный с строительством IT-центра, в том числе хороший проект, это как раз для сопровождения, в том числе базы данных республиканской, и сопровождения наших национальных проектов. Ну, плюс проект, который мы подписали соглашение с Россетями. Это важный, нужный проект для того, чтобы сделать в ближайшее время или продолжить реконструкцию не только сетей как таковых, но и плюс улучшить электроснабжение населения. Также решится вопрос с перебоями, наверное. Да, конечно, но эти вопросы такие важные. Плюс строительство отдельной подстанции довольно большим объемом мегаватт для того, чтобы взять и обеспечить через ФСК именно электрическое снабжение крупных таких гигантов предприятий, как и САД-гигант, тепличный комплекс, ну и ряд других, в том числе промплощадку в целом Карабулакскую. Вот эти проекты, они хорошие проекты, я вот доволен этим, именно питерским форумом, я доволен в этом году. Еще один вопрос по форуму. Также на полях форума вы провели встречу с представителями Катара. О чем шла речь? Ну, мы, опять же, продолжили тему нашего взаимодействия, в том числе и экспорт товаров в республике, инвестиции в республику в рамках агропромышленного сектора, в том числе и туристического сектора. Ну и, конечно, я задал вопрос, когда будет решена тема в связи с поручением эмира Катара по выделению финансовых средств для строительства мечети в Магасе. Поэтому эти вопросы обсудили. Посол и министр иностранных дел Катара обещали в ближайшее время дать ответы по этому вопросу. Будем ждать ответа. Буквально вчера вы приняли участие в совещании под председательством вице-премьера правительства России Антона Силуанова в Дагестане. Говорили, конечно, о многом, в частности, о развитии предпринимательства и, конечно же, о нацпроектах. Каков итог этой встречи? И второй вопрос, как в нашей республике в общем идет реализация национальных проектов по всем направлениям? Это здравоохранение, культура, образование. Ну, с первого дня Антон Германович там довольно серьезно включился в работу и очень много дает разъяснений, методик, как грамотно выполнять национальный проект, так как он отвечает за этот блок в том числе. И, конечно, вчерашнее совещание, оно было более чем просто рабочее. И одно дело, когда с главами разговор, а другое дело, когда на второй встрече уже непосредственно с предпринимателями. И почти каждому предпринимателю в рамках нас проектов, в том числе по развитию малого и среднего предпринимательства, инвестиций, экспорта услуг, Антон Германович дал слово каждому предпринимателю почти. Это такая, я видел удивление, там в некоторой степени даже такому хорошему демократическому совещанию от самих предпринимателей. И, кстати, я скажу, что там же на месте, а там присутствовали представители всех федеральных ведомств, в том числе и Федеральной налоговой службы и так далее. Все вопросы, которые были заданы, там же на месте, буквально там 90% вопросов были решены. Решены там проблемы предпринимателей. А потом, в последующем, уже без нас, круглые столы были, и присутствием, и с участием
руководителя МСБ банка, и Александра Арнольдовича Бравирмана, который и на совещании с участием уже и глав регионов, и потом уже с предпринимателями довольно емко ответил и предложил некоторые проекты. Ну и на круглых столах по развитию малого и среднего предпринимательства более чем подробно нашим, в том числе представителям, разъяснил, как надо работать. В том числе в ближайшее время было поручено Антоном Германовичем Силуановым, поручено, чтобы в ближайшее время дополнительное удаленное окно, рабочие места создать в регионах, чтобы регионы могли бы напрямую с МСБ банком заключать, не выезжая с территории, уже кредиторские соглашения. Это тоже было сделано, и одним из первых Александр Арнольдович обещал уже в республике это открыть. Мы как раз вчера и было дано такое поручение, пока на базе многофункционального центра, а потом уже в последующем с отдельным помещением. Это тоже рабочие места, ну и удобство нашим предпринимателям, чтобы в этом направлении работать. Поэтому я доволен самим совещанием, и мы выразили все главы благодарность Силуанову Антону Германовичу за рабочее совещание. По проблемам, они есть проблемы, во всех регионах есть, потому что есть ряд несовершенных механизмов по исполнению нацпроектов. Но в своем большинстве мы уже до 1 июля, там сроки стоят и по контрактам, и по финансированию. То есть если у нас в первом квартале было хуже, во втором чуть получше, то в третьем квартале мы уже выходим на среднероссийский уровень по цифрам, по процентам исполнения задач по нацпроектам. В продолжении темы реализации национальных проектов, в рамках реализации нацпроекта «Экология» Ингушетия на этой неделе получила 11 единиц техники. Можно ли этот жест назвать подарком от федерального центра? И сейчас уже будете ли вы требовать от наших экологов еще большей отдачи в плане защиты окружающей среды? Ну, во-первых, требовать не надо, они уже сами понимают. Во-вторых, там созданы довольно серьезные комфортные условия, чтобы они проводили или выполняли свои обязанности. Тем более, когда уже все, не только просто технику выделили автомобильную, а еще там она упакована всем необходимым ресурсом, в том числе лабораториями. Конечно, я уверен, что у нас серьезные работники по экологии. Я думаю, что в Министерстве природы там лентяев нет в своем большинстве, поэтому я думаю, что они, конечно, задачи справятся. А так это, да, хороший подарок, тем более мы когда-то с министром природных ресурсов были у руководства Гослесхоза России и Министерства природы, и там было дано поручение, чтобы именно республике помочь. Это первый этап, мы ждем в 3 этапах еще больше техники. Я думаю, что в ближайшее время мы полностью Минприроды упакуем хорошей современной техникой. В День России и в день празднования Дня Республики, 27-летия, 12 июня в Зеленодольске торжественно спустили на воду малый ракетный корабль «Ингушетия». О значимости этого события, я думаю, говорить не стоит, оно говорит само за себя. Вы там присутствовали. Расскажите нам, что вы чувствовали, когда происходил спуск на воду, и будет ли возможность у наших земляков служить на этом корабле? Конечно, особое волнение, особое чувство. Все-таки это впервые в истории для нашей республики. И если с такой богатой историей региона не получили еще именного корабля, то у нас уже есть именной корабль. Это не только корабль такой, мы надеемся и на подводную лодку, и на один из летных аппаратов военно-космических, воздушно-космических сил. Поэтому это хорошо. Это как раз тема о том, чтобы обозначать республику как Ингушетия, чтобы про Ингушетию, про Ингушей знали в хорошем смысле слова больше людей. Ну и, конечно, это такой и фактор военно-патриотического, духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. Корабль очень мощный, хоть он называется малый ракетный корабль, с большим вооружением. Вооружение и ракетно-артиллерийское, и противовоздушное, или зенитно-ракетное, как принято говорить, и противодиверсионное, и противорадиоэлектронной борьбы. То есть хороший, мощный корабль со всеми вот такими средствами, там, компонентом вооружения. И, конечно, ребята наши обязаны служить
и экипаж там 52 человека, я думаю, что если 3-5 человек в экипаже служить будет наших ребят, достаточно в таком корабле. Сейчас надо взять шефство над кораблем, и чтобы наши дети, там, потому что ученики там, Горского кадетского корпуса, имели право раз в год выезжать, отличной учебы, и экскурсии проходить на этом корабле. Сразу в двух министерствах Ингушетии на этой неделе сменилось руководство. Минздрав Ингушетии возглавила Зарима Ильянова, ну а Умалата Аташхоева в Минэкономике сменил Тамерлан Вушигуров. Справятся ли они, на ваш взгляд, с поставленными задачами и какие надежды вы возлагаете на них? Ну, по Минздраву я все-таки посчитал, в том числе и соцопросов, там, и общего мнения, в том числе, да и сам я тоже понимал, что умный, грамотный парень Балаев, но он слишком молодой для такой должности, ему надо еще получить практику, пусть он руководит детской больницей, там наводит порядок и получит практику. Ильянова Зарим, она была в свое время заместителем министра, прошла этапы, уже сейчас являлась уже депутатом парламента республики, и буквально сегодня мы еще с ней общались. Конечно, у меня есть огромная надежда, что она справится с этой задачей. Там много сделано Рабхановой Марем, и Ильяновой, конечно, некоторые вещи надо поставить на рельсы, систематизировать. А там дальше уже, естественно, в том числе, качественно выполнить национальные проекты, потому что это основа основ на сегодняшний день. Продолжить дело начатое. Да. Ну и по Министерству экономики здесь чуть посложнее. Почему? Потому что здесь реально были там, при таком добросовестном отношении Умалата Аташхоева к работе, все равно были некоторые упущения. Поэтому мы приняли решение все-таки поставить Вушигурова Тамерлана. Я его там апробировал уже как будучи советником, помощник главы республики. Вижу в нем такого грамотного, мотивированного к задачам, к результатам, к выполнению задач человека. Ну и молодой, поэтому я надеюсь, что он справится с этой задачей тоже. Поэтому надежда, уверенность в том, что они справятся с задачами и выполнят задачи в интересах республики и страны в целом, у меня сомнений нет. Поговорим, наверное, о ситуации на дорогах нашей республики. Согласно статистике ГИБДД, которая была представлена вам на днях, за 5 месяцев текущего года в регионе зарегистрировано 54 ДТП, в результате которых 16 человек погибли и 88 получили ранения. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество ДТП, конечно, снизилось на 37. Это все, конечно, хорошо, но несмотря на такую усиленную работу ГИБДД, всю республику, как мы помним, буквально 2 дня назад всколыхнула такая страшная авария по федеральной трассе Кавказ, рядом с селением Троицкое. 5 машин столкнулись, и 3 человека погибли. Пенчандал Гешдолт. Инусбек Вангеревич, вот все-таки как бы улучшить ситуацию на наших дорогах и какой инструмент для этого подобрать? Здесь вопрос, как бы мы ни говорили, мы будем везде винить ГИБДД, местные власти. Основная причина сегодня аварии, это 99%, это скоростной режим, это несоблюдение правил дорожного движения, это в том числе, когда мы говорим про пешеходов. Совершенно как сами пешеходы, так сами водители не смотрят за дорогой, за поведением. Если мы обратим внимание, в Ингушетии особенность такая есть, что водители даже зебру не замечают, как будто она не для них нарисована. Это, конечно, выйдет на встречную полосу. То есть, ну и это люди, которые не справляются вообще с управлением. Поэтому здесь в первую очередь людям надо самим быть дисциплинированными водителями и сделать все, чтобы не нарушать правила движения. Случай, который сейчас был, случай, который там дал Гештолцен в Волконе, в районе там Аушева, ребята погибли. Что мешало? Там что, никаких машин, трасса, там, ну, казалось, в одном месте. Дорога. Здесь федеральная дорога, ремонтируется. Как можно на такой скорости нестись, на такой скорости? И, конечно, здесь мне хочется сказать жителям, в конце концов, уже там понятно, как в этом году мы снизили, в прошлом в этом году ДТП, вообще дорожно-транспортные происшествия, уж там
до этого уровня уже навряд ли там мы опустимся еще. Но другой вопрос, вы, жители, сами тоже будьте каким-то образом участниками процесса в хорошую сторону, а не участниками аварии. И когда человек за рулем, который едет и мчится, сломя голову, а находящийся рядом, сзади пассажира не делать ему замечания, это еще больше удивляет. Поэтому просил бы все-таки всех максимально обратить на это внимание. Это одно. И второе, мне дано поручение начальнику ГИБДД, чтобы на ближайшее время организовать месячник не то, что безопасность дорожного движения, а месячник добросовестных водителей. Чтобы в этот месяц максимально про тех водителей, которые там в селах, везде, все знают друг друга. Вот как кто не погибает, вот даже по этим ребятам, на похоронах обязательно скажут, что да, там и андарахарк, хожим дарьер, ну, мы потом начинаем там уже задним числом постоянно там об этом говорить. Поэтому сегодня все это знают. И что там в соцсетях сидеть, там критиковать ГИБДД. Дойдите к ним домой, прямо там попросите, не гонять машины. И те, кто видит в этом месте, что где-то неправильно, давайте сделаем такой красивый флешмоб, чтобы всех, кто нарушает правила дорожного движения, в соцсети, в ГИБДД, они сидели и говорят, а, мот я архолся, стукач холся, ярсолся. А потом начинаешь уже рыбать из голди. Я авария, хани, ярхандер, хандер, жбехкибы. А в чем? Здесь, мне кажется, надо очень серьезно поработать. Жалко ребят, которые вот так просто так отдают свою жизнь. Ну и плюс наши священнослужители уже не один раз об этом говорили. Что тот водитель, который, нарушив правила дорожного движения, попадет в аварию и умрет, то он приравнится к самоубийству. Поэтому просил бы здесь очень серьезно людей отнестись, но и родителей просил бы, чтобы взяли своих детей на контроль. А теперь приятные новости. На этой неделе ваше внимание и всенародное признание получил наш юный спортсмен, можно сказать, богатырь Ибрагим Лиянов, который установил 2 мировых рекорда. Согласны ли вы с тем, что вот Ибрагим может покорить еще не одну вершину, в том числе и попасть в Книгу рекордов Гиннесса? Я думаю, что они справятся с этой задачей. И мне приятно, что такой ребенок есть. И самое страшное то, что я там уже главе района, главе села уже там замечания делал. Почему? И Министерство спорта в том числе. Почему не знают, что такие дети есть? Там у него старший брат, отец рассказывает, старший брат, например, 11 лет старшему брату, 3200 раз каждый день отжимается. И уже давно. Есть второй этот, такие вундеркинды. Почему никто об этом не знает? Здесь работа и физрука в школе. Просто лентяи. Просто лентяи. Вот он случайно, этот ребенок попался, благодаря там тренеру и так далее. И мы его увидели. А таких талантов, знаете, как и в республике, в стране по различному уровню сколько. Просто руководители должны искать их, выискивать. Я хочу спасибо сказать в первую очередь родителям этого Ибрагима, парнишка этого. И все-таки надеюсь, что они, и он, и брат пробьются в Книгу рекордов Гиннесса, попадут. Ну и не один раз будут показывать нам свои красивые, хорошие результаты. Ибрагим Григорьевич, благодарим вас за интервью и желаем вам плодотворной недели. Башкал. Уважаемые телезрители, вы смотрели еженедельное интервью главы Ингушетии Юнусбека Бамангиревича Евкурова. Всего доброго.